каша это птица. Кошмал это получается вообще головной убор, как известно по книгам, обозначает, ну, сказать, полувозрелость женщины, то есть именно которая готова выйти замуж. Это потом уже он стал, получается, замужним головным убором, уже в наше время это как будто головной убор именно замужней женщины. На самом деле это один из переходных типов головного убора, то есть и хвост. В общем, просто там каждая слупа стоит по 7 тысяч, поэтому она быстро так и вся, если на нее сесть. Есть по головному убору, если разбираться, 4 стадии. То есть именно получается девочка, девушка, замужняя женщина, пожилая женщина. Все 4 стадии женщины отображены в костюме. Например, пожилая женщина уже не носит костюм, как вы знаете. Там головной убор это платок в основном фастар. И раньше еще в старые времена были комплекты такие, которые олицетворяли статусность женщины, высокие головные уборы с белыми покрывалами, платками, то есть, но уже нагрудных украшений женщины в пожилом возрасте редко носили. То есть, возможно, были, конечно, комплекты, но они в основном передавали дочерям, там, разбивали нагрудники, то есть делили, может, как-то добро. И, например, женщина, нет, все мы можем добавлять, это в формате все равно обсуждения, говорить. Нет, я хочу, попросить, чтобы снимали. Да что снимать? Я думаю, это видеокамера, ну сейчас дождемся, доведем. Если что, там на видеокамеру отдельно можно будет что-нибудь сказать. Ну так вот есть. Да нет, зачем? Зачем? По тематике Кошмау, как известно, опять же, отдельных книг, работ нету. То есть Кошмау в основном в книгах таких известных, как работы Шитова, работы Руденко, они затрагиваются поверхностно, то есть без таких прям углубленных знаний, разборов. Так и в Национальном музее, в других музеях Кошмау сохранилось не более 10 штук. И удивительно, что многие Кошмау лежат до сих пор у людей. То есть в хорошем состоянии. Многие мы просто не знаем, что они были. Вот я пытаюсь изучать. И сами, например, районы, откуда пошел Кошмау. Это Зауральский район, это Абзивилловский, Баймакский районы. То есть, судя по распространению названий башкирских нагрудников, это как раз таки вот Сибай, Баймак, Абзивилл. Центр, откуда пошли эти все костюмы. То есть там прям видно, как они идут по картам, которые изучают названия башкирских нагрудников как минимум. И в тех районах, опять же, есть аналогии Кошмау, которые относятся к более древним образцам. Как и любое нагрудное украшение, Кошмау имеет целый, получается, такой, знаете, путь развития с точки зрения дизайна и моды. То есть его, например, поздние версии, я заметил, что они очень такие своеобразные, модные. То есть я то, что съездил в Сибай, я кое-что интересное нашел. Я сейчас тоже вам чуть попозже покажу. Так вот, в этих районах существовала более ранняя версия, как я уже сказал. Это называется, я назвал старый крой Кошмау. Чем отличается старый крой Кошмау от нового, можно подробнее рассмотреть. Есть, например, рисунки. Скорее всего, это, по моему мнению, это венгерский музей. Вот, старый крой Кошмау. Один из таких рисунков, который... Он везде встречается, на гравюрах он есть, но почему-то нет описания, откуда он берет свое начало. То есть, я его видел с баймакским нагрудником. И по моей версии, опять же, то, что вот, видите, украшения своеобразные для Абзивилловского района. Это как раз таки те районы, где Баймак Абзивилл, в тех краях, как Кошмау бытовал. И какая-то, видимо, экспедиция, скорее всего, венгерская, этот Кошмау в царское время оттуда забрала. Почему в царское время? Потому что, вот, например, мы видим этот Кошмау на гравюре. Открывайся. На гравюре 19 века мы его видим. То есть в описании, вот видите, на старом еще этот языке, то есть он, по-моему, то же самое, да, Кошмау? По рисункам то же самое. Сейчас еще раз сравним.
Запомнили, как он выглядит? Давайте вместе с вами сравним. Похож на него, не похож? Нет, другой. Вот тоже старый крой. Тоже старый крой. Хвост другой. Пошире, да, рисунок. Ну, это старый крой. Заметно, что старый. Да. Сейчас я объясню, чем отличается старый крой от нового. Есть еще интересный доклад из доклада Ничволоды. Она показала интересное развитие, как версия происхождения кошмал. Вот видим, эвенкийский головной убор. Он по покрою похож на старый крой кошмал. Сейчас я маркером изображу. Бумагу можно тратить много, да, или не стоит? Серьезно? Что такое старый крой? Почему я задумался по поводу старого кроя? Потому что у Дерилова, как мы видим, там есть стебая, например, осяпая, да, опять же сабантуи проводятся, и у них очень такой характерный кошмал, шапочка. Шапочка. Откуда он взялся, когда они спрашиваешь, они не могут объяснить, говорят, там у нас в Алпайке, где-то он есть. В общем, какие-то легенды ходят, никто так и не может, в общем, объяснить, откуда этот крой взялся у них, почему такой кошмал. У них очень интересны эти вот сетки бисерные. И я, в общем, задумался об этом, начал изучать зауральские вот эти все районы, объездил все музеи, может быть, так, кроме школьных, мелких. Но в крупных музеях и в центрах районных кошмал нет. То есть есть только в Учелах, в Чилинском музее кошмал, и он в таком ужасном состоянии, спущенный, сетки там отсутствуют как таковая, и, скорее всего, он, ну, в общем, такой поздний, и он сделан с новым кроем. То есть вот старый крой кошмал. Вот эта шапочка своеобразная. Сейчас я ее попробую нарисовать. Хорошо. На старом крое кошмала получается верхняя часть сделана из прямоугольной ткани, домотканного плетения. Это домоткань, знаете, штука, да? Все на станке сделано сукно. И основа, скорее всего, у него была суконная, так как в одной из деревень Дериловского района у одной из опаек сохранился хвост кошмала, а самого верхней части нету. Я говорю, где верхняя часть? Она говорит, мы ее использовали для того, чтобы нагрудник сделать. А как можно сделать из кошмала нагрудник, если современный крой кошмал, он такой лопатообразный, такой, и он сделан, получается, из ситца, он очень тонкий. А для основания нагрудника нужна домоткань суконная. И, скорее всего, верхняя шапочка этого кошмала, она была использована для создания нагрудника. Как раз таки ее и хватает на нагрудник. Где-то вот эта вот линия в районе, это вот, я бы сказал, это где-то в районе 40 сантиметров в среднем. Ихние особенности этих старых кошмал, крой кошмал сейчас мы поставим, то есть вот видите, да, Ничволода и Венкийский, это версия о том, что, возможно, некоторые башкирские украшения произошли от венкийских украшений. Нельзя это точно сказать, как я не люблю говорить, что типа это 100%. Сейчас мы вернемся к одному из старых. Так, стоп. То есть тут шва не было, домотканное полотно было, да? Шва не было? Сейчас. На макушке. Сейчас. Я не могу сказать, что там был бы здесь шов, они как-то подбирали его, собирали, потому что нету ни одного сохранившегося старого кошмала, я не видел пока, не встречал. Именно, чтобы потрогать можно было изучить. И интересно у него технология изготовления. То есть, если мы посмотрим, ну вот сзади, да, сейчас я нарисую тоже головной убор. Вот тут у нас окошко. Обязательно под кошмал носили платок, то есть без платка старались не выходить. И вот мы видим здесь вшивной хвост. И причем старые хвосты, они были длиннее, вот отсюда уровень, то есть не метр, как обычно, а гораздо больше. И они имели как расширяющуюся к низу основу. То есть они наверху были, допустим, где-то в районе 14 сантиметров хвосты. 14 сантиметров. И здесь может быть 20. Под вопросом, потому что их не сохранилось. То есть образцов очень мало для изучения.
На этих кошмал, как это Абзелиловский и Баймакский районы, то есть Сибай, они еще интересно сделаны тем, что бисер здесь, коралловые, вот эти вот коралловые нитки, они пришиты на основу. Они не висят свободно, они где-то вот прихвачены через там, сантиметров там, 3-4. Каждая нитка, она подшивается. Здесь мы видим тоже обязательно, я не видел, чтобы у кошмала не было здесь обшито бисером, и почему-то у всех кошмалов в основном здесь 3 ряда бисера. Вот в этой части 3 ряда. И открыто окошко. Окошко бывает двух разных форм. Это овал и это капля. Овал характерен для старого кроя, а капля характерна для нового кроя. Новый крой попозже рассмотрим. Что такое еще старый крой? Старый крой это также еще и элементы, которые характерны для Абзелиловского и Баймакского района, то есть вот, зауральских башкир. Что такое это элементы? Это, вот, например, подвески. Здесь большое распространение получали подвески вот такого типа. Почему это произошло? Потому что зауральские башкиры были в основном близки к казахской границе и вели торговлю с казахами. А у казахов были свои украшения. Например, в наших районах, вот Демский кошмал на Фатиме, да, у нас другие были украшения, они по-другому располагались, по-другому крепились. У этих головных уборов зачастую отсутствовала вот эта шейная застежка, как у нас. У них был шнур. Есть свои особенности в деревнях, когда вот я видел, разбирал фотографии. У них на кошмал, даже на новом крое, были свои крепления, свои украшения. Возможно, вот на Кушьялык, который в Чилинском районе, Кушьялык вы видели? Эти украшения, скорее всего, перекочевали с кошмал. То есть вот эти все подвески, борода из бисера, скорее всего, это все элементы с кошмал, которые ушли туда. Опять же, очень много сохранилось налобных повязок хараус. И зачастую еще неизвестно откуда, как нам получается пишут, что их носили, но никто еще не делал реконструкцию и реплику комплекса этого главного убора. А хараусы носили как налобную повязку под кошмал, под платком тастар, который обязательно был элементом кошмал. Ну, допустим, как-то вот мы изобразим здесь. Ну, то есть это была полоска, которую сначала завязывали на затылке, а сверху называли платок, так что ли? Или нет, она была подшита на платок, потому что вот здесь вот видно, что у некоторых тастарах, хараусах швы. И сам тастар на булавке крепился, потом сверху одевался кошмал. То есть это была определенная, так сказать, процедура. И все эти налобные повязки во всех районах, они разные. Ни одной повторяющейся я не видел. Хараус. То есть что такое, например, вот, опять же, есть еще отдельная категория. Сначала сейчас мы разберем с вами эти варианты кроя, кошмал, а потом мы перейдем к мифам, которые сейчас бытуют у нас в селе и вообще постоянно мы сталкиваемся с ними по мере работы. Здесь интересно то, что у этого старого кроя хвост вшивной. То есть он, получается, вшивался вот прям в сам кошмал и начинался чуть ли не вот с этого уровня. Стеночка уходил вниз. Еще по старому крою, так как я говорил, что следов на старый крой не сохранились, в основном почти их нет. Сейчас мы посмотрим, я вам покажу на хронике. Есть одна у нас опайка с одной из деревень Абзелиловского района. И вот мы можем видеть, допустим, на ней распущенный кошмал старого кроя. То есть мы видим, что хвост начинается почти вот как раз таки то, что я говорил, с этой части. Вот это. Плохо видно, конечно. Это хроника 90 какой там, 92 год. Алло, я занят, я перезвоню. И вот как раз таки я на хронике 92 году, это вот «Врата свободы» фильм на студии Башкортостан. Опайка в Национальном музее, вот в этом кошмал. И кажется, надо было оставить этот кошмал там в Национальном музее, тогда бы он сохранился. Ну вот, тоже, да.
То есть мы видим шапочку, характерную шапочку для их районов абзелиловских. Сам кошмал, не знаю, сохранился или нет, но, возможно, в семье еще остался. Надо искать. Интересный хвост у него был. Могли выкинуть как старую тряпку. В общем, интересный хвост. В основном в абзелиловских районах хвосты, они были вышиты геометрическим орнаментом, квадратики, треугольники, то есть в таком необычном варианте. Так, и получается, что еще для старого кроя интересно? Скорее всего, со старым кроем как раз таки носились эти все вот повязки, еще были такие сильные традиции. И в этих районах, я не знаю, какой мог быть еще головной убор, судя по последним изучениям Альберта, то есть это головной убор же, я говорю, это девушка, которая должна выйти замуж, а не замужняя женщина. Во время, может, замужества отдавали такие высокий головной убор, возможно. И опять же, этот головной убор носили в быту или только на праздники одевали, тоже много вопросов. То есть тут много еще таких нераскрытых элементов. Но хвосты у них либо вот начинаются чуть поуже, идут к расширению, такие лопатообразные, довольно-таки длинные, длиннее, чем в наших центральных районах. И это головной убор, он дальше модифицировался. Так, на старый крой кошмал есть какие-то вопросы? Непонятно. Краям ленты нашивались также, да? Интересно, что характерно для этих головных уборов, они использовали мелкие монеты. То есть мелкие монеты подобие такой небольшой, такой чешуи. Иногда в 2 ряда. Но это было редко, это надо смотреть. А цепочка там была? Цепи там, ну все нашивалось, то, что было. Мы видели же вот на том. То есть и цепи, и этот кошмар, возможно, он очень поздно ушел. То есть, и как так получилось, то, что нету их сохранившихся образцов, я удивляюсь. Нет их просто, не осталось. Хотела спросить, бисерная лента, она, получается, если вот у Демского вот эта бисерная лента, она откидная, а здесь шапочка. Да, шапочки пришиты, да, шапочки пришиты. Откидная лента — это новый крой кошмал. То есть это старый крой кошмал. Сейчас я к новому крою вернусь. Сейчас я еще посмотрю, у меня здесь еще остались интересные моменты по старому крою. В общем, этот старый крой, судя по всему, как раз таки в Сибае стилизованный старый крой мы можем увидеть у Алясяек и на Сабантуе. А опять же, они не могут объяснить, откуда он взялся. Ну, вот я выяснил, откуда они его взяли. А на самом деле я думал, что они придумали. То есть я думал, что это выдуманная вещь, а потом, когда начал изучать, я понял, что они используют стилизованные кошмары, которые еще существовали давным-давно, и они являются более древним типом кошмаров, нежели вот этот новый крой, который сейчас на НБР. Ну, они ведь иногда еще и затылочную часть закрывают. Стилизация — это, скорее всего, с гравюры взято, придуманное, и это, скорее всего, рисунок от платка. То есть платки были цветастые, нарисовали на гравюре этот кошмар, и есть точно на гравюре, там как будто шапочка она смотрится, а на самом деле это платок. То есть рисунок платка. Иногда выкройку прям берут как будто с детского чепчика. Да, у них есть, например, стилизация такая кошмар, что есть вообще вшивной элемент на головном уборе, то есть он такой. Такой, да, как у чепчика детского. Да. И вот здесь типа там рисунок и все такое. Это пока для меня это из разряда мифов. То есть я такой кошмар не встречал. Возможно, это стилизация очень такая жесткая. Поэтому вот, если, допустим, его искать, надо искать. Откуда они это взяли? Вопрос. Но это миф. Пока это миф. Миф. А это реальность. То есть что уже факт того, что оно есть. Отдельно по украшениям я сейчас вот поговорю. Это абзелиловские старые районы и Баймак. У них интересные украшения свои, характерные. Вот это первое, вот это представим, что это монетки, первый ряд монет на кошмар. Вот так. Ну вот, условно. Глазки нарисуем, ротик, подбородок. И у них на кошмар интересно то, что вот здесь, как мы видим, вот эти подвески довольно длинные, спускаются почти до груди. И они, скорее всего, привозные из Казахстана, потому что у казахов есть такие аналогичные украшения. Плюс есть другой тип
главного убора, то есть отличается, который именно вот по украшениям. Здесь идет шнур, он так перевязывается, и здесь еще висят сулпы. Но у них нет шейной застежки, то есть у них здесь платок. Вот в этой части платок располагается. Есть варианты и вот с такими украшениями, без шейных подвесок, а есть с шейными подвесками. Сейчас я покажу вам такие районы. Так. Вот у нас интересная фотография. Может, покажу? Вот нам интересен вот этот кошмал. Вот опайки, да? Видим. Еще раз. Дойдешь ты. Ну, конечно. Ну, в общем, видно, да, что вот здесь вот 4 подвески и здесь завязано. Здесь тоже опайка сидит, интересно. Вот у этой опайки 2 подвески идут с кончика кошмала. Ну вот, они к кончику пришиты. А вот у той крайней опайки справа, у нее получается 2 подвески здесь и 2 как шейная застежка. Они подальше располагаются. Но у этих опаек новый крой кошмал. То есть это не старый крой, это новый крой кошмал. И вот это как раз таки интересно. По поводу кошмал, которые сохранились в их районах, очень много легенд ходило с 2014 года. Просто типа вот, есть опайка, которая там, у нее есть кошмал, ей 97 лет. Ну, в общем, так получилось, что я нашел. Про нее все знают, но никто не знает, где она. Да, никто этих, может быть, не видел. И вот как раз таки с 2014 года со съемок фильма «Интегиан» вот эти все легенды ходят про эту опайку. И вот как раз таки эта опайка оказалась, в общем, родня Кусимова, Ну, Праправнучка. да, вот эта внучка его, она была у нас в прошлый раз на Башкирских понедельниках, оказывается. Вот крой, это крой получается у нас современного кошмала, то есть новый крой, так называемый для меня, который я обозначил. И интересно, вот, как бы по поводу разрушения мифов, вот 2 нагрудника, да, видите, что в одной семье нагрудники вот этой мамы и дочери, они были одинаковые почти. То есть, но в их деревне нагрудники, и мы вот если фотографии посмотрим тех же районов, одна деревня, у всех женщин они композиционно отличались, по-разному сделаны были. Они не одинаковые делали, а делали такой же размер, но композиционно.